Дорогие друзья, доброе утро! С вами в эфире передача «Утро Калмыкии» и я ее ведущий Эльмир Рустамов. Мы рады начинать это утро вместе с вами, и сейчас время для зарядки. После хорошего сна надо немножко размять тело, проснуться и зарядиться энергией. Чтобы провести зарядку качественно, внимание на экран. Вам покажут, как взбодриться этим утром. Доброе утро! Я уверена, что вы уже проснулись. Сегодня у нас опять разминка. Сегодня помогут мне Лиана и Асель. Начнем. Садимся на седалищные кости, выправляем ягодичные мышцы, живот подтянули, плечи увели назад, лопатки соединили за спиной, макушкой тянемся вверх. Наклоны головы вперед-назад, вперед выдох, назад вдох. Наклоны головы вправо-влево. Делаем вдох. На выдохе мы уходим вправо, скручиванием. Скручивание нельзя делать для тех людей, у кого есть грыжи. Грыжи не в поясничном отделе, а более в грудном, на позвоночнике. Запрещено, потому что там идет скручивание, оно может выбить мениск. На выдохе идем влево. Плечи ровно под тазом. На вдохе возвращаемся. На выдохе идем наклон вперед. Стараемся вытянуться и копчик направить в стену за спиной. На вдохе переходим в позу кошки. Мы повернемся к вам боком, чтобы было видно. Сделаем кошку. На вдохе от таза. Живот, грудь, голова, прогибаемся. На выдохе от таза. Живот, спина, голова. Максимально втягиваем живот. Опять делаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Исходное на вдохе. Теперь уводим плечи назад. Здесь это делать немножко сложнее. Руки прямые. Теперь вперед. Живот обязательно мы подтягиваем. Исходное. Теперь ладошки ставим друг к дружку и делаем круговые движения. В одну сторону и в другую. Пальчики теперь направили на себя. И здесь тоже делаем круговые движения в одну сторону и в другую. Теперь идем в присед. Немножко присаживаемся. Спина прямая. Теперь на тыльную сторону, пальчики также на себя, присаживаемся, сгиб разворачиваем. Теперь делаем компенсацию, пальчики к себе, наверх, к себе и на ладони. Теперь, девочки, круговые
Я это вам еще не показывала, но это надбил. Круговые. В одну сторону и в другую. Исходно. Уводим ручки вперед, укладываем грудь и подбородок. Не все это смогут сделать. Самое главное здесь уйти чуть-чуть вперед, если у вас не позволяет. Через округлую спину мы опять переходим в позу кошки и позу ребенка. На этом наша разминка закончена. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое моим девочкам. А вам хорошего дня. После такой хорошей разминки необходимо, конечно же, позавтракать. Да и мы готовы поделиться с вами самыми вкусными, а главное полезными рецептами. Не переключайтесь. Доброе утро, дорогие друзья! Я Евгения Царенова, и сегодня мы будем с вами готовить ленивую бризель. Для этого нам понадобится 3 яйца, перец, укроп, петрушка, сыр, сосиски и немного молока, а также специи по вкусу. Для начала я разбиваю 3 яйца. Добавляем немного молока. Совсем немного соли. И все это взбиваем. Я всегда взбиваю яйца ножом. Кто-то взбивает вилкой, кто-то взбивает венчиком, а я вообще привыкла взбивать яйца ножом. Мне это как-то комфортнее, как-то удобнее. Вот, все взбиваем. Взбиваем. Теперь мы включаем плиту и разогреваем сковородку. В сковородку я добавила немножко масла. Пока наша сковорода греется, мы приступаем к натиранию наших сосисок и сыра. Сосиски мы очищаем от пленки. Вот. И натираем крупно на терке. Теперь нам нужно натереть сыр на терке. Так, достаточно. Теперь мы эту смесь должны перемешать. Берем маленькую ложку или вилку, как вам будет удобнее, и перемешиваем. Далее мы берем нашу смесь и выливаем. Мы должны огонь уменьшить на средний, чтобы наша смесь прожарилась. Пока наша смесь прожаривается, мы по-быстрому сделаем себе свежевыжатый сок. Для этого нам понадобится 3 апельсина. Их мы должны разрезать пополам. Вот таким вот образом. И выжать сок в эту специальную соковыжималку. Вот такими вот движениями. Теперь мы должны взять эту смесь вот и распределить по нашей сковородке. Вот, думаю, достаточно. И накрываем крышкой
на несколько минут, чтобы наше блюдо потомилось. Сок наш готов. Сейчас мы перельем его в стакан. Все практически у нас уже готово. Теперь мы берем и вот таким вот движением сейчас переворачиваем нашу бризель. Наша бризелька готова. Теперь давайте немного украсим ее. Для этого нам понадобится петрушка и сладкий болгарский перец. Сначала перец мы нарезаем кольцами. Достаточно. Потом все эти перцы берем и пополам. И украшаем наше блюдо. Я вообще обожаю сладкий перец. Стараюсь его использовать везде, где только можно, во всех блюдах. Обожаю очень укроп, петрушку. Вообще больше люблю, наверное, овощи, чем фрукты. Теперь мы берем немножечко петрушки и также украшаем наш завтрак. Наш завтрак готов. Это очень вкусно, полезно и очень просто. Всем приятного аппетита и я желаю всем доброго, хорошего утра. Сегодня у нас в гостях фотограф проекта «Зов Земли» Екатерина Кулакова. Здравствуйте. Доброе утро. Что за проект и когда вы начали свою деятельность? Мы приехали сюда с национальным фотопроектом, который я назвала «Народная краса. Россия. Глубокий образ». Этот проект мы начали вести совместно с «Зовом Земли», организацией, которая занимается кочевыми народами России, организовывает мероприятия, выставки, форумы и рассказывает о кочевой жизни и культуре. Мы с 2019 года задумали сделать такой фотопроект, направленный на создание положительного образа России, на то, чтобы рассказывать народу о различных культурах, которые населяют нашу страну, потому что очень много людей, которые даже не представляют, какие народности есть в нашей же стране. Поэтому мы хотим привлекать внимание людей к быту, традициям, культуре, просвещать людей, чтобы наладить взаимопонимание между народами и также транслировать это и на другие страны, на международных форумах, чтобы и другие зарубежные представители и люди знали о нашей культуре. И вот мы снимаем уже 2 года, и вот часть проекта мы уже отсняли. Осталось нам совсем немного, поэтому приехали сюда по гранту. Мы выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив. Так как этот год объявлен годом культурного наследия, вот так вот символично мы в этом году выиграли грант, чтобы посетить несколько республик и закончить фотопроект. А, пожалуйста, расскажите о команде, которая работает с вами. У нас есть руководитель нашего проекта, руководитель «Зова Земли», это Алина Бакирова. Также мы сюда приехали с видеографом, его зовут Дин. И вот я, Екатерина, фотограф. Это вот наша такая небольшая основная команда. Сколько регионов вы планируете посетить? Мы планируем посетить 3 региона. Вот по гранту мы поедем в 3. Это вот первая Калмыкия, далее мы едем в Хакасию, и последний у нас будет Карелия. Мы уже посетили самостоятельно сняли 9 национальностей, и я посещала самостоятельно несколько регионов. Например, Алтай, я ездила самостоятельно на Алтай по своим съемкам, и заодно я как раз фотографировала и Алтайку. И также была в Башкирии. Фотографировала там башкирку в этнопарке Иная с волками. А часть мы снимали в Санкт-Петербурге.
Впоследствии вы планируете выставку. И что вы представите гостям и где она будет проходить? Мы планируем выставку сделать из 25 лучших работ. Мы покажем ее сначала в Санкт-Петербурге, а потом обязательно еще повезем по регионам. Также будем показывать на международных форумах, чтобы люди из других стран тоже были с ней знакомлены. На выставке, кроме работ, еще мы будем показывать на проекторе различные интервью с мастерами, деятелями культуры и красивый видеоряд. То есть вот наш видеооператор Дин снимает красивые видео, это будут клипы с калмыцкими, вот в данном случае, например, девушками в костюмах на фоне красивых пейзажей, и все это будет как бы поддерживать эту выставку. Плюс, кроме выставки, в проект заложено вот создание календаря из 12 народностей, поэтому мы вот снимаем 12 народностей, это 12 регионов, и каждая работа будет подписана пословицей на языке носителя культуры, так как язык является культурным кодом народов, поэтому обязательно на языке носителя, и также будет перевод на русский, китайский и английский язык. А вы в нашей республике впервые? Может быть, что-то успели посмотреть или попробовать наши национальные блюда какие-нибудь? Да, я приехала в первый раз, Дин вот уже второй, а мне вот довелось побывать первый. Конечно же, сразу же по приезду я увидела степь. Это, конечно же, сразу впечатляет, потому что такой простор, ты чувствуешь себя совсем по-другому. Ты как будто бы сам становишься больше. Вот если в лесу у нас там в Санкт-Петербурге, а наоборот, ты такой небольшой, укрываешься в лесу, а здесь это ощущение наоборот, что ты такой большой и видишь перед собой всю степь. И вся степь вот в это время года была покрыта ковылем. Я никогда столько не видела в жизни ковыля. Он просто вот до горизонта простирается, это очень красиво. А потом, когда вот я заехала в город, я сразу же отметила, что здесь очень много архитектуры в национальном стиле. Вот прям все, вплоть до детских площадок и фонарей. Это очень замечательно, это классно. Я даже подумала, почему все остальные регионы так не делают? Мне кажется, это же ты приезжаешь и сразу понимаешь, куда ты приехал. Что вот она Калмыкия, она визуально, вот ты сразу понимаешь, что визуально она вот такая. Также мы побывали в Адыке, были на песчаных барханах и розовом озере. То есть я до этого даже не представляла, что у нас в России есть пески такие, как в пустыне. То есть это очень уникально, это очень ценно такая для России. И мне кажется, в плане туризма это очень хорошо можно развивать. Еще также видели горящий источник, мы, конечно, там с удовольствием с ним поиграли, засняли видео, получилось очень атмосферное и такое мощное видео, как вот он там красиво зажигается. Я думаю, это тоже будет впечатлять людей. Что вам еще запомнилось, кроме АДК? Конечно же, запомнились люди. Потому что вот я хочу отметить, что в Калмыкии очень гостеприимные люди, очень добрые, отзывчивые. Они могут легко заговорить с тобой на улице и сказать что-то приятное, хорошее. Легко могут помочь согласиться, куда-то подвезти, гостеприимно у себя в доме встретят, помогут. То есть это потрясающее качество, которое прям вот остается вот здесь в душе. А именно вот из национальной кухни вы что-нибудь попробовали? Пробовала вот в Адыке кюр. Нам немножко получилось попробовать успеть. Вот, очень интересно. Я пробовала еще, ну, наверное, не очень национальное, но это были такие по монгольскому, старомонгольскому рецепту бузы. Вот, из различных видов мяса, там и конина, и верблюжатина, и баранина, и вот, тоже очень интересно. Калмыцкий чай пробовали? Конечно. Очень понравился, я прям очень полюбила калмыцкий чай, даже купила специально чай, спросила рецепт и буду дома готовить. Спасибо вам за встречу, за такую очень интересную беседу. Также вы можете нашим дорогим телезрителям передать доброе утро.
Доброе утро всем, и хочу пожелать жителям Калмыкии процветания, долголетия, чтобы ваш край развивался, становился все прекраснее, чтобы к вам приезжали туристы, и чтобы вот все в вашем регионе было благополучно. А теперь пришло время ваших вопросов к юристу, который поможет разобраться в разных ситуациях. Итак, первый вопрос звучит так. Сломался телевизор в течение гарантийного срока. Продавец отказался его принимать без упаковки и возвращать мне деньги. Как быть в этом случае? Ну что ж, давайте узнаем ответ. Если говорить кратко, ни один потребитель не обязан хранить чек и упаковку товара в течение всего гарантийного срока. Поэтому такие действия и требования продавца являются незаконными. Вы имеете право отстаивать свои права в судебном порядке, либо через органы защиты прав потребителей в администрации, то есть в органах местного самоуправления, обращаться в суд самостоятельно или с помощью юристов и отстаивать права в суде. При таких обстоятельствах вы имеете право на компенсацию морального вреда, на возмещение судебных расходов, связанных в том числе с наймом представителя. Имеете право на штраф в размере 50% от суммы, взысканной судом. Так что закон о защите прав потребителей целиком и полностью вас поддерживает. Я уверен, что это утро было для вас особенно полезным. Сейчас самое время настроиться на высокую продуктивность и с улыбкой идти в этот день. С вами был Эльмир Рустамов. Всем пока-пока!